Фото первого призера. Главный приз – бесплатное обучение. Волшебная ручка. Фото второго призера. На самом деле это не Орлова, а Зверева. Ксения выиграла 50% скидку на любой курс. Интересно, вы сделали фотографию специально для... Специально шила плащ, вырезала тыкву. Все специально. Спасибо вам. Фото третьего призера. Значит, она ночью поехала на кладбище, ужас какой, и сделала эту фотографию с собакой. То есть, когда я увидел собаку, я чуть не прослезился. Как тебя заставили? Вот, поэтому, значит, 50% скидка. Фото четвертого призера. Вы хотите понравиться, да? То есть, в принципе, все потом вопросы можете задать Галине, она все расскажет, потому что тоже Катерина по телефону начала говорить про часы и когда, и я не смог ответить, потому что только единственный человек, который знает все ответы на ваши вопросы, это Галина, которая Калинина. Фото пятого призера. А кто фотографировал? Папа? Сестра? Лена, да? Ну, поздравляем тебя с победой в конкурсе. Желаем всего хорошего. Следи за школой классной по Facebook. Шестой призер. Надежда подловила меня в коридоре и сказала: а вы можете отсканировать и послать? Я говорю, вообще... Потому что я не написала фотографии. Ну, за ваше упорство, ваш контракт, поздравляю. Седьмой призер. Тоже когда-то давно было семейный подряд. Вот, то есть вы взялись, кооперировались и просто молодцы, что так сделали, потому что вы оба получаете по контракту. Восьмой призер. Я даже немножко мурашечки были. А потом я понял, конечно, как это снято. А вы, наверное, светились не будете. Поздравляем. А также мы взяли интервью у победителей. Смотрите. Кристина, вы получили первое место. Какие ощущения? Я очень рада. Я не ожидала. Я первый раз участвовала в конкурсе и победила. Вы верили в свою удачу? Сначала я думала, что будет легко, потому что было всего 6 фотографий и не так уж много голосов у участников. Но потом мы с Ксенией боролись, и я на третий день думала, что все брошу, потому что и днем, и ночью сидели, писали с мужем письма всем знакомым и незнакомым даже, то есть в группах и на форумах, и везде. Домом не занималась, ребенком не занималась, только сидела и писала, выпрашивала голоса. В общем, ради этого результата все было заброшено. Ну, да, ну вот на третий день мне стало так тяжело, Ксения меня обогнала, я думала, все, больше не буду. А на четвертый день какой-то азарт появился, это был последний день, и я уже стала просить, чтобы именно после 6 вечера голосовали, чтобы... А почему так хотелось выиграть именно вот в этом конкурсе? Ну, не знаю, потому что хочется учиться дальше. Вы сейчас учитесь, да? Да, я На каком учу курсе? финский язык, Финский. А1, да. Угу. Хочется продолжать. Если хочется продолжать, значит, вам нравится здесь учиться. Да, очень нравится. А что именно нравится? Все нравится. И сама школа, и учитель финского, и начальство.
все Мгм. здорово. И если не секрет, как вы собираетесь воплотить, да, или реализовать вот этот ваучер или вот это бесплатное обучение? Что вы будете изучать? Если честно, я очень долго думала, потому что у меня следующий курс коротенький очень, а хочется это по полной использовать. Ну, наверное, все-таки остановлюсь на финском, потому что эстонский, в принципе, у меня есть. Если бы на C1 только пошла. Ну, эстонский я могу сама подтянуть, и английский могу, в принципе, сама заниматься, а финский у меня не получалось. Мне нужно было, чтобы кто-то объяснял, и все. То есть я сама садилась, не получалось. Не все понимала, и сложно было. Хорошо. Ну, мы желаем вам удачи в дальнейших ваших конкурсах, чтобы не только первый, но и последующие вы были победителем. Вот. Ну и, естественно, чтобы вы победили финский язык тоже, чтобы он вам обязательно пригодился. Да, наши поздравления. Спасибо огромное. Спасибо большое. До свидания. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Как вы узнали про конкурс? На страничке Facebook и в кабинетах везде плакаты висят. То есть вы учитесь в школе Атласнет? Да. А какой язык вы учите? Эстонский. Эстонский. Как? Все вам нравится? Очень все нравится, да. И поэтому вы решили Продолжайте. продолжать и участвовали в конкурсе и выиграли большую скидку на да. следующий. То есть какой язык вы будете продолжать учить? Планирую эстонский продолжать. То есть сейчас Следующий курс, да. Следующий курс эстонского у вас получится с 50% скидкой. Хорошо. Такой вопрос про фотографию. Как вы ее сделали? Расскажите. Собралась, сшила плащ, сделала мейкап, вырезала тыкву, заставила мужа сфотографировать себя, потратила какое-то время на обработку, все, выложила. Гениально! Мне все фотографии понравились. Ну и я смотрел, как вы тоже боролись. Расскажите про борьбу. Это вся неделя прошла в агитации активной всех знакомых, незнакомых, пожалуйста, там, если нравится, проголосуйте. Ну, во всех социальных сетях, везде, где могла, написала всем. Ну, получается, результат есть. Результат есть, да. Как вам нравится обучение в школе Атласнет? Все в порядке? Все хорошо? Да, я довольна всем. Мне это интересно, это здорово. Преподносят материал прекрасно. Хорошо, то есть вы довольны призом, довольны Да. тем, что будете учиться дальше. Да. Мы вас поздравляем. Спасибо. Вы добились успеха. Спасибо. Да, хорошо, спасибо. Здравствуйте, Мария. Вы участвовали в конкурсе Хэллоуин в школе Атласнет. Ваша фотография очень понравилась всей администрации. Расскажите про нее. На самом деле очень приятно, что понравилась моя фотография. Мы действительно очень старались всей семьей. Нарядили собаку, нашли старую простынь, вырезали глаза, нос, разрисовали. Надели. Сначала заставили собаку сидеть смирно в этой простыни. Она очень сопротивлялась, но потом смирилась со своей участью. Да, тыкву вырезали, которую привезли с дачи, очень большая была, очень было сложно ее резать. Вот. Макияж, да, нашли в интернете фотографию, купили краски, разрисовали лицо. Вот. Поехали потом на кладбище, решили сделать что-то оригинальное. Как раз это был день, когда предупреждали, что будет шторм. У нас там немного не получалось. Свечки гасли, потому что был сильный ветер, начинался дождь. Но в тыкве свечка не погасла, дала нам шанс сфотографироваться. В общем, получилось все здорово. Дело в том, что Мария получила как бы дополнительный директорский приз, потому что вообще призов было 3. Вот. И когда я поближе рассмотрел фотографию, я понял, сколько это было усилий, и я понял, что скидки 25% это мало. Вы довольны? Мы очень довольны, да. Тем, что Планируем продолжить изучение эстонского языка на категории B1. Надеемся, что преподавателем будет снова Наталья. Очень нравится обучение в школе Атласнет. Сейчас я занимаюсь на курсе на А2,
Все очень нравится, преподаватель замечательный, идешь как на праздник, на каждое занятие. Преподносится все в виде игры. Эмоции просто переполняют на каждом уроке. Побольше таких учителей в Atlas.net. То есть вы довольны тем, что участвовали в конкурсе и что выиграли именно такой приз? Да, очень довольна. Спасибо вам, что участвовали. А кто не участвовал, мы не виноваты. Все, спасибо вам большое. Конкурс закончен. Каждый участник получил Hell-контракт, приз и сюрприз. Этот конкурс не последний. Зайдите на facebook.com/atlasnet.ee. Страница прикольная, живая. Нажмите «Нравится» и узнавайте о новых конкурсах первыми. Победа будет вашей!